Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, які вы можаце слухаць праз наш сайт альбо праз спутнік, а таксама глядзець у сацыяльных сетках ВКонтакце, Фейсбуке і ў Аднакласніках і на нашым канале на YouTube. Сённяшні наш госць вельмі незвычайны, чалавек з вельмі непростым лёсам, Сергей Павлович. Прывітанне, Сергей. Здравствуйте, Павел. Я буду на рускай мове. Добра, не маю нічога супраць. Канешне, вельмі люблю, калі ў эфіры гучыць беларуска, тым больш, што мы тут з нагоды дня роднай мовы, які святкуецца 21-го, абвясцілі тыдзень эфіраў пра мову з беларусамі, якія размаўляюць па-беларуску, але кожны размаўляе на той мове у нас, на якой хоча. Сергей, ведаеш, не магу як бы спакусу перамагчы, адрэкамендаваць цябе як вялікага крымінальніка і злачынцу, які скраў кучу грошай, як самага вядомага беларускага кардара, хаця і разумею, што гэта ўсё было 10 гадоў таму. І кніга твая, якую ты прынёс з сабой, называецца «Як я скраў мільён. Споведь кардара, які раскаяўся». Але ўсё ж такі, ну, раскажы ў двух словах, як ты набыў гэтую вядомасць, да, так, што, в прынцыпе, гэтая рэкамендацыя, відаць, прыклеілася да цябе на ўсё жыццё. Ну, наверное, сейчас я хотел бы, чтобы это все, наоборот, быстрее забылось, да, когда позади оно и уже как-то жизнь наладилась. Вот, но... Я разумею, и неловко тебе так рекомендовать, але, ну вот. Ну, из песни слова не выкинешь, то есть, ну, было, да, в жизни. То есть, главное, какие выводы я из этого извлек, то есть, к чему оно подтолкнуло меня дальше, поэтому будем говорить абсолютно на любые темы. А какие высновы? Для чего оно подштурхнуло? Смотри, в общей сложности мне пришлось отсидеть за киберпреступления всякие, да, опять же, совершенные против Америки, вот, 10 лет. 10 лет я сидел в Беларуси, и здесь такой есть правовой пробел на уровне мира. То есть я не совершил преступлений никаких ни против компаний белорусских, ни против граждан. Все совершалось исключительно против американских банковских и финансовых структур и европейских. Но опять же, то есть, да, я отсидел за это 10 лет в Беларуси, а американские правоохранители как имели ко мне претензии, так и имеют. И у них есть такое правило, оно на английском звучит как double jeopardy, это вот типа избежание двойного наказания, но ну, все мы, в принципе, знаем, что 2 раза за одно и то же тебя судить не будут, да, ну, не должны, ты уже понес наказание, но Америка такая беспредельная страна, что они требуют, чтобы ты понес наказание именно на их территории. И, ну, иногда берут в зачет еще, если ты отсидел, допустим, в Великобритании. Но... А не было спакусы все ж таки отсидеть менавіта на их территории? Ці не было такой магчымасці? Бо я ведаю гісторыю аднаго расійскага кардара, які адмыслова, калі трапіўся ў Чэхіі, паехаў, быў выдадзены Злучаным Штатам Амерыкі, у яго быў выбар Расіі ці ЗША. Ён адмыслова паехаў туды, нягледзячы на тое, што ў Расіі яму трэба было сидзець 7 гадоў, а ў ЗША да 40 гадоў, да, каб толькі не сидзець менавіта ў расійскай турме. Ну, в твоем выпадку не было такой ситуации, да, что ты мог выбрать. Во-первых, я не считаю, что в той же российской тюрьме или белорусской там прошедшее это, да, что есть там что-то уж особенно страшное. Но я вполне понимаю, почему он туда поехал, потому что до 40, как вы только что сказали, это максимальные сроки, которые будут грозить, если ты вообще с головой не дружишь и будешь в полный отказ идти, то есть когда все будет свидетельствовать против себя, но ты ни с чем не согласишься, чем разозлишь и настроишь против себя, естественно, следователей, суд присяжных, потому что если ты в отказе по серьезному преступлению, это будет суд присяжных, и, естественно, судью, и тебе влепят на полную катушку. Вот. Но в то же время, скорее всего, я просто не знаю, о ком конкретно идет речь, но в его случае все закончится 5-7 годами, если он здравый человек, он пойдет на компромисс там, никому не охота работать, понимаешь, что нашим следователям, что американским, любого правоохранителя интересует, что они понимают, что это ты, располагают против тебя какими-то уликами, ты рассказываешь, да, это я, да, я делал так, да, я
облегчаю вам работу, вам не нужны сотни международных запросов, там миллионы томов переписки, и я подтвержду эту версию в суде. Они взамен там пишут тебе 25 тысяч ходатайств, что ты там помог следствию, все, класс, раскаялся и вообще приличный парень. Судья, глядя все это, прокурор не возражает со стороны государства, все, ты получаешь ровненько там 3 года, допустим, 5 лет, ну, если в каком-то там таком колхозном штате попадешься, типа Нью-Джерси, Техас, где более консервативная публика, да, в Нью-Йорке ты за это 5 получишь, ну, там, может, там 7-10, вот. Ну, что, в принципе, соразмерно, да, срокам здесь. Вельмі цікава, што тое, што ты распавядаеш, менавіта так і адбылося. У тым выпадку ён атрымаў 7 гадоў і, здаецца, выйшаў нават раней, таму што гэта было эканамічнае злачынства. І ўсе разумелі, што ён не забойца, што ён не ўяўляе небяспекі для здароўя людзей. Вось, і адпаведным было і стаўленне да яго. А ў Беларусі ці было да цябе такое стаўленне, калі разглядалі вось твой кейс у судзе? Ці ёсць, ці рабілі розніцу людзі, з якімі ты стасункаваўся і падчас суда і следства і ў турме, што ты менавіта эканамічны злачынцы, а не забойца? Ну, я еще продолжу по предыдущему вопросу. Почему в США, да, именно? Видишь, он отсидел соразмерный срок в США, но они не имеют к нему претензий. Соответственно, у него нет там проблем с передвижением на всю оставшуюся жизнь, как произошло у меня. Выехать нават у Европу, я так разумею. Я могу, но я не хочу. И пока не буду. А по поводу отношения, нет, белорусский суд, он абсолютно не разграничивает, то есть там отношение одинаковое там, и к тем, кто совершил экономические преступления, к убийцам, там, ну, ко всем, в принципе, одинаково. Вот. И, ну, конечно же, я считаю, и были какие-то попытки в законодательстве, там, это статья 88 прим. 1, да, где возмещаешь ущерб, и тогда можешь там рассчитывать на помилование. И я на практике, кстати, видел, вот человек виновен, признает вину, не создает никому проблем, там, ни следакам, ни судьям, ни прокурорам, раскаивается якобы, там, оплачивают ему, назначают в полуторном размере ущерб, подает прошение о помиловании, и я видел на практике 75 примерно процентов вот этих прошений удовлетворяются положительно. Вот. Но гэта тыя людзі, з якімі ты пакуль ішоў працэс, быў недзе побач у СИЗА, там. Да, это то, что я видел своими глазами. Но в моем случае, да, я был лишен этой возможности, опять же, из-за нелепости и пробелов в белорусских законах, потому что статья 88 прим. 1, по которой сейчас, например, по-моему, по ней отпустили большинство журналистов по делу Белта, да, вот, она формулировку содержит в себе какую? Если ты нанес ущерб белорусскому государству, либо частной компании с участием государства, с акционерным. Но я, получается, нанес ущерб компании, но не белорусской, понимаешь? И вот этой формулировки, что просто в статье нет, и все, и правовой пробел. И я хотел бы, может, возместить ущерб, и было чем, и залез бы в долги, там, но я был лишен этой возможности. Поэтому я, кстати, обращался к депутатам, да, но вместо того, чтобы рассматривать вопросы по существу, там, Палата представителей предпочитает отфутболить твое обращение, что якобы там ты в шапке не так написал, ошибся в форме. Ну, это бред такой. Такое здаралось. Да. И ВОЗ и ныне там, в принципе, так? Но несмотря на то, кстати, что они, все-таки там был один ответ мне с какой-то другой структуры, с администрации президента, по-моему, мне говорили, что в плане на 2012 год это содержится, что мы все пересмотрим, сделаем вообще идеально, но 2012 и 2019. Гэта ўжо нават прыклад такой грамадскай актыўнасці, спроба, сыходзячы са свайго досведу, змяніць законы, якія менавіта вось цябе не задавальняюць, праз якія менавіта ты, нейкі чалавек, пацярпеў. Акрамя вось гэтай грамадзянскай актыўнасці, акрамя кнігі, чым ты займаўся і займаешся пасля вызвалення з-за кратаў? Я так разумею, што праектаў шмат. У інтэрнэце пішуць пра дастаўку рыбы, у інтэрнэце пішуць пра сувенірныя долары, я асабіста ведаю пра праект, звязаны з кэшбэкам. Як гэта ўсё атрымалася, гэта старыя сябры, гэта тое, што ты прыдумаў цягам вось гэтых доўгіх дзён, вечароў, месяцаў зняволення. Як гэта было?
Ну, если мы будем говорить о кэшбэк-сервисе, то да, его придумал в тюрьме. Вот, и мне казалось, что я такой гениальный, что, наверное, никто в мире этого не придумал. Но оказалось, что я, наверное, придумал его все-таки вторым, может быть, третьим, потому что подобные сервисы, может быть, не в таком виде еще продуманном и дополненном, они существовали в США с 98 года. Вот. Что касается моего рыбного проекта, он родился спонтанно. Я был в Москве, а я сейчас основное время свое провожу там. Вот. Я приехал к своему знакомому, они торгуют рыбой, икрой и прочими морепродуктами в гигантских объемах, но это, понимаешь, такие люди 50 плюс лет там, на дорогих машинах, они оффлайновые полностью, они аналоговые, не цифровые. И я вижу, стоит очередь из всяких дядек там, на дорогих 222-х Мерседесах, но я понимаю, что с качеством там и совсем огонь. Я говорю, чего вы через интернет не торгуете? А ну как, а что, мы не знаем. Ну там интернет их ограничивается Инстаграмом и Одноклассниками. Вот. Но мы сделали магазин и как-то успешно работали. Нас устраивало в рыбном бизнесе. Почему он мне нравился? Там большие средние чеки. То есть там средняя продажа это была от $100 до 300. То есть на такие... Ну, это, видать, у Москве все. Да, мне здаецца, что в Беларуси, конечно, все крыху больше стипла, нягледзячы на то, что так, есть. Но в Беларуси еще все дороже. Ага, рыба так. дороже в Беларуси. Вот я могу сравнивать сейчас стоимость жизни, да, в Москве. Я жил, получается, в Беларуси, в Украине, в Киеве, в Испании и в Москве вот сейчас. И мне везде, в принципе, было жить дешевле, чем здесь. И многие знакомые, приезжая в Беларусь, там, они отмечают, что очень дорого, и как вы здесь живете вообще. То бок дзіўная сітуацыя, краіна, здаецца, з пералічаных, ну не ведаю, як з Украінай зараз, як там з узроўнем жыцця. Ну я давно жил там. Да, але краіна не самая багатая з пералічаных, але жыць даражэй за ўсё. Я таксама гэта заўважаў. Тут складана нейкія адэкватныя доказы, і адразу ж нам пачнуць пярэчыць, што, маўляў, да іх падаткі высокія, квартплата высокая, ўсё высокае там-сям. Вось, але датычна сферы паслугаў і гандлю я з табой гатовы пагадзіцца. Гэта сапраўды так. Но мы же говорим о сопоставимых вещах. Вот та же квартплата, допустим, в Москве за двухкомнатную квартиру, не самую маленькую, квартплата я плачу $30 в месяц. Моя мама здесь за такую же квартиру платит $80 зимой. Гэта нешта зашмат, но але, она там не прописана, но тем не менее. Менш за $30 за месяц зимой, я думаю, ніхто тут у Беларусі, нават калі прапісаны, плаціць не будзе. Гэта прыкладна так. Добра, сувенірныя долары, як да гэтага прыйшло? Это тоже... Ці гэта фейк? Нет, это не фейк, это такой, знаешь, это бизнес-проект, больше он для фана, то есть для развлечения. Брат моего компаньона по кэшбэк-сервису, он производил какие-то там доллары прикольные, такие гипсовые. Но мы увидели, нам понравилась вообще сама продукция, и мы что сделали? Ну, я, знаешь, я как бизнесмен, я вижу какую-то возможность во всем. То есть вот он продает какую-то... Не продает, а изготавливает прикольную штуку. То есть мы помогли ему доработать, то есть потом он делал с Франклином, мы уже довели до идеальных геометрических форм и сделали уже сувенирные доллары с Путиным и с Трампом. Ну, с Трампом понятно, да, то есть там новый президент США, и можно сказать, что мы первые поместили его, наверное, на доллар. С Трампом у США, до речі, зараз продається абсолютно все. Да. Вот просто все. Але доллары с Путиным, это, я думаю, был хит. А с Путиным это, знаешь, такой как оксюморон немножко, потому что, типа, Путин выбрал Трампа, Путин сделал американские выборы, ну почему бы и нет. Сябры, а нам зараз час перарвацца на кароткую музычную паузу і выпуск навінаў. Літаральна праз 4 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарады, дзе працягнем размаўляць з экс-зняволеным, а зараз бізнесоўцам Сергеем Паўловічам. Заставайцеся з намі. Мы
есть то. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Працягваецца суд па справе Белта супраць галоўнай рэдактаркі Тутбая Марыны Золатавай. Аказалася, што следчыя чыталі перапіску супрацоўнікаў Тутбая праз падключэнне да тэлеграм-каналу яшчэ са жніўня 2018 года. Следчыя падключыліся да ўліковага запісу журналіста Тутбая Дмітрыя Бобрыкава пасля падзею 7 жніўня і чыталі перапіску Бобрыка ў верасні ў тэлеграме. Такім чынам чыталі ўнутраную перапіску журналістаў Тутбая. У справе дакументы, канфіскаваныя падчас ператрусу ў офісе Тутбая, на яе і спасылаюцца следчыя. Прадстаўнікі Белта тым часам заявілі, што падсудная Золатава і іншыя фігуранты справы аплацілі пазовы, але хочуць яшчэ 6 000 рублёў ад Золатавай на аплату паслуг адваката Белта. Польшча адмаўляецца ад міжнародных мерапрыемстваў, у якіх удзельнічае Ізраіль. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Матэуш Маравецкі. Ён не паедзе заўтра ў Єрусалім, дзе збяруцца лідары вышэрагарадскай групы, то бок Венгрыі, Славакіі, Чэхіі. За слоў кіраўніка ізраільскага МЗС пра антысемітызм палякаў Беньяміна Нетаньяху, у МЗС Польшчы выклікалі амбасадара Ізраіля. У судзе Маскоўскага раёна сталіцы стартаваў працэс над былым дырэктарам палаца спорту 58-гадовым Сергеем Прановічам. Яго судзяць за неаднаразовае атрыманне хабару за махлярства за адкаты. Нагадваю, справа распачалася год таму. За яе быў адпраўлены ў адстаўку і тадышні міністр спорту і турызму Аляксандар Шамко. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Наш госць, беларускі бізнесовец Сергей Паўловіч. За плечыма у Сергея 10 гадоў зняволення за кіберзлачынствы. Кніжка пра раскаянне Кардара і новае жыццё, жыццё шчырага, чэснага бізнесмена. Пра бізнесы свае ён нам крыху распавёў. Я бы хацеў, каб мы вярнуліся да кіберзлачынстваў. Я не думаю, што ты не сочыш абсалютна зараз за гэтай сферай. І, магчыма, ты можаш сказаць, як змяняюцца зараз кіберзлачынцы і як змяняюцца іх ахвяры. Што-небудзь змяняецца? Ці зараз скрасці мільён так же просто, як і 10 гадоў таму? Ну, я веду на Ютубе канал свой небольшой ниши «Вы люди про», да. Почему именно люди про? Я приглашаю туда людей разных специальностей, неважно, кто он там, хакер, бизнесмен, владелец там 20 заводов или порнозвезда. Главное, чтобы человек был профессионалом в своей сфере. И недавно у меня был там White Hat хакер, и я долго общался с ним. White Hat — это который занимается этичным взломом. То есть он, например, находит уязвимость на вашем сайте Еврорадио, но вместо того, чтобы украсть у вас все или там снести сайт, он пишет, что я нашел такую-то уязвимость, можете заплатить мне там небольшую сумму, я вам ее устраню и буду дальше вас защищать, допустим, на зарплату меня возьмете. Ну, это я считаю нормально, и я с такими сталкивался, и многие из них до сих пор помогают защищать какие-то мои бизнесы. Вот. Но я могу констатировать, что киберкриминал, во-первых, вот я, получается, занимался этим там в конце 90-х и все 2000-е, да, вот, я могу констатировать, что он сильно помолодел, раз, потому что я встречаю, там мне пишут многие читатели мои, им 13, 15, 18 лет. В мое время это все-таки были кардеры и хакеры такого, знаешь, более старшего возраста, это 20+, а многие, большинство, наверное, это старше 30 было. Это во-первых. А во-вторых, киберпреступников сейчас стало намного больше, в десятки раз, чем в мое время, там, 2000-е годы. Потому что в наше время, допустим, в 2007-2008 году самый крупный киберпреступный форум в интернете, он насчитывал 6 тысяч участников. Сейчас же я общаюсь с журналистами, нередко вынужден искать информацию, и я вижу форумы, где по 200-300 тысяч участников.
И таких форумов, если у нас там их было 2, 3, там 4 максимум, то сейчас их просто около 30. То бок трэба быць у 10 разоў, а можа і ў 100 разоў больш асцярожным сёння, каб не стаць ахвярай кіберзлачынства. Людзі сталі больш асцярожнымі? Ізноў жа па тваіх адчуваннях. Нет, не стали. То бок, у прынцыпе, прастора для кіберзлачынцаў зараз ёсць, яе шмат, і нічого не змяняецца да лепшага тут. Ну, некоторые темы киберпреступные, они становятся просто сложнее в исполнении, да, то есть в них остаются только профи, новички, которые раньше удавалось этим методом что-то украсть, заработать, они отваливаются. Вот. Но я смотрю тот же вещевой кардинг, когда ты заказываешь в интернет-магазине что-то по чужой кредитке, он как появился в начале 90-х, так он жив и до сих пор. Вот. Ну, люди же не меняются, понимаешь, то есть сами по себе та же лень, там, безалаберность, халатность, они же присутствуют всегда. У адным інтэрв'ю ты казаў, што людзі дагэтуль пішуць пін-код на паперцы, якую клеяць да сваёй карткі. Да. І гэта якраз і ёсць тая самая ілюстрацыя таго, што людзі застаюцца такімі ж наіўнымі, як і былі. Либо маркером. Но, знаешь, в России проще. В России проще, ты можешь выбрать пин-код на свою карту. То есть, и, соответственно, ты устанавливаешь тот же один пин на все свои карты. Ну, тебе легко его запомнить, нет нужды писать. Ну да, у нас няма магчымасці яго змяніць, наколькі я ведаю ўвогуле. То есть, што взял, нават калі забыўся, выпускай новую карту. Сергей, я так разумею, што гэта другое выданне кнігі, так? Нет, первое. Гэта першае. А другое? Второе было на английском языке и продается на Амазоне. Як? Продается неплохо. Гораздо лучше, чем я ожидал, потому что, смотри, по нашим с издательства подсчетам было прочтено около 40 тысяч книг. Вот. Но продано официально около 3000, понимаешь? А як? Откуль гэтая разбежка? Потому что, во-первых, специфичный такой материал передают друг другу, как по мессенджерам. А это можно оценить? Колькі разоў книгу передали одному? Нет, оценить нет, это субъективно. Вот, но мы же просто смотрим количество скачиваний с разных сайтов, один момент. Второй, по количеству людей, которые пишут мне во все соцсети, то есть особенно ВКонтакте почему-то часто. Вот. Ну и количество официальных продаж к этому, да. Як ты думаеш, ці паўплывала на кіберзлачынства з'яўленне такіх месенджераў, як, напрыклад, Telegram? Зараз мы назіраем, тут у Беларусі тое, што ён актыўна выкарыстоўваецца для таго, каб звязваць паміж сабой дылераў і спажыўцоў наркотыкаў. Гэта не кіберзлачынства, ў прынцыпе. А вось кіберзлачынства ён падштурхоўвае тая ананімнасць, якую ён дае. В Телеграме много каналов по обучению тому же кардингу. Но это такое же, знаешь, это не сами преступления, это больше инфобизнес, рассчитано на новичков, там дают им какую-нибудь затасканную, да нельзя тему, уже продают за $200-300. Ну и может быть у кого-то получится ее посредством зарабатывать деньги. Но как бы святое место пусто не бывает. Сегодня это Telegram, завтра перейдут на какую-то удобную площадку. Telegram используют прежде всего из-за его удобства. Вот. Анонимность — это же еще вилами по воде писано, насколько она там есть, понимаешь? Ну, как бы вроде как и шифровный алгоритм. А ввогуле ты веришь в анонімнасць у интернете? Нет, вообще нет. И она не існуе? Потому что, смотри, ты можешь использовать Telegram, допустим, но твой трафик весь могут снифить на уровне провайдера. То есть, зная номер твоего мобильного телефона, они на велкаме, к примеру, включат полностью запись трафика. И окей, то, что ты пишешь по Телеграмму, оно пойдет по зашифрованному, там, внутреннему их каналу. Вот. Но ты же что в Вайбере пишешь, смс-ку пишешь, там, логинишься в Facebook, там, в мыло уже переписка идет. А что наконт бяспекі Фейсбука? З Фейсбукам якраз такі шмат скандалаў было падчас выбараў Трампа, и ты уже сам сказал, что Путин выбрал Трампа, да? Ну, это самый частый вопрос, который задают мне журналисты, особенно западных каналов, СМИ. Вот. Что ты на его отказываешь? Я-то в первый раз. Да, прямых доказательств нет. Понимаешь, в России сейчас такая сложилась политика отрицания. Они, вот как с тем же инцидентом в Солсбери, да, когда весь цивилизованный мир, допустим, понимает, что это, скорее всего, русские, они отрицают, мотивируют тем, что против нас нет стопроцентных доказательств. Но при этом они забывают, что ни в одном судебном процессе мира, да, никогда нет стопроцентных доказательств. Но очень редко. Может, в одном процессе тебя берут с поличным, как ты, или ты там на глазах у толпы застрелил человека. Но это все ясно. Вот. Но
очень часто обвинение строится на куче маленьких косвенных доказательств. И ты тешишь себя, и вот многие киберпреступники, кстати, они почему идут в отказ? То есть они уверены, что прямых доказов, как ты говоришь, нет, и можно будет избежать ответственности. Но суд всегда руководствуется совокупностью доказательств. Вот и все. Поэтому Россия, естественно, все отрицает, но взломы были с российских серверов. Это уже доказано, потому что владелец этого дата-центра давал показания, вот, ФБР. Но даже если кто-то, к примеру, к нему удаленно подключился, но взламывал бы какой-нибудь хакер с Китая или с Индии, да, он бы использовал азиатские сервера, там, какие-то там британские, но вряд ли российские. Плюс очень много же информации американцы раскопали о влиянии через соцсети, через тысячи купленных и подрощенных, подраскрученных Twitter-аккаунтов, Facebook-аккаунтов. Кому это было выгодно? Ну, естественно, Трампу самому в первую очередь. Вот. Во-вторых, ну, русским, конечно же, был более удобный союзник, да, Трамп, чем Хиллари, который уже там 1000 лет в этой международной политике. Но оправдались их надежды? Ну, мы видим, что нет, потому что Трамп, даже если хотел бы чем-то России помочь, и он пытается, но ему ставит Конгресс и Сенат палки в колес. Ну да, это асаблівасці амерыканскай сістэмы ўлады, калі адзін чалавек нічога не вырашае, калі трэба ўзгаднення шмат якіх органаў. Наверное, это и правильно, да? Ну, гэта дэмакратыя. Гэта тое, што завецца дэмакратыяй. А вось наконт справы Белта, пра якую мы шмат пішам, пра якую шмат размаўляюць у Беларусі, што ты думаеш? Шмат хто ўвогуле не называе тое, што адбылося злачынствам і грунтуе гэтае гледжанне на тым, што не было, напрыклад, у дамове, якую Белта заключала са сваімі кліентамі, абавязку захоўваць гэты пароль. Не было агаворана, што яго нельга перадаваць трэцім асобам. Калі так, то, відаць, і злачынства не было. Что ты думаешь? Ну, я вот просто эту формулировку слышу впервые, да, но до того, как прийти к вам в студию, то есть я думал, что, ну, конечно, факт есть. Факт есть, все. Но если в договоре об этом прямо было не сказано, то почему, естественно, ты не можешь свой пароль раздать всему своему офису, правильно? Ну, ёсць факт карыстання, да, людзьмі, якія быццам бы не заключалі, ну, не быццам бы, дакладна, не заключалі дамову. Але, да, у дамовах нема не агаворана абсалютна нічога наконт таго, што чалавек, якіму даецца пароль, не мае права яго перадаць трэцім асобам. Гэта, здаецца, у першы ці ў другі дзень суда было высветлена, калі паказанні давалі самі супрацоўнікі Белта. Вось яны сказалі гэта самі. Ну, а в тексте договора это... Ну, вот нема, да. Яны кажуць, што ў дамове, якую вы заключаліся з тымі, чыі паролі лічацца скрадзенымі, чыімі паролямі карысталіся журналісты іншых выданняў, не было таго, што яны не мусяць іх нікому перадаваць. Вось... Как вообще человек думает, вот я на себя примеряю, да? То есть разрешено все, что не запрещено. То есть я посмотрел, мне не разрешено передавать, но мне не запрещено. То есть вот так думают люди. И это, в принципе, правильно. Разрешено все, что не запрещено. Но в Беларуси же власть привыкла действовать так. Посмотри на условия для бизнеса. Они запрещают все, и потом выдают тебе индульгенции в виде лицензии на вот это вот. То бок забаронено все, что не дозволено у дамовах. Да. Соответственно, люди по своей природе думают так, то есть мне не запрещено, почему мне это нельзя делать. Вот. А государство думает иначе. Из-за этого возникает конфликт интересов. Но я думаю, что здесь глубже, естественно. Ну, понимаешь, шмат кто называет эту справу ни для кого не существенны те там $20 000, которые, опять же, погасили ущерб. Вот. Угу. А калі гэта не камерцыйная таямніца, зараз твае кампаніі у Беларусі, ці ёсць нейкі бізнес у Беларусі? Ці ўсё ж такі ты лічыш, што наша краіна не вельмі зручная, яшчэ, нягледзячы на тое, што, на мою думку, шмат чаго прынамсі дэкларуецца, што яна не такая зручная, не такая, як суседнія краіны для вядзення бізнеса? Я не верю белорусскому государству вообще. То есть я, естественно, там в прошлом не такой святой, и меня было за что наказывать, да, но при этом плюются на все законы. То есть нет гарантии, что в случае какого-то разбирательства либо необоснованного наезда на твою компанию мы получим честное судебное разбирательство. Этого нет. Это во-первых. Во-вторых, мы видим ситуацию, которая складывается даже с ближним кругом президента, да, на примере Чижа.
Ну, не было круче, наверное, бизнесмена в Беларуси, чем Чиж. Вот. В итоге мы видим судебный процесс вокруг него. Соответственно, неприкасаемых нет и так далее. И понимая все это, что если даже там пострадали люди такого уровня, вот завтра моя компания, допустим, будет стоить там 100-200 миллионов долларов. И я вовсе не уверен, что у меня не найдут в кармане там пакетик с травой и не предложат просто поделиться этой компанией. Ну, у тваім адказе я, акрамя таго, што няма незалежнай судовай сістэмы, пачуў яшчэ дзве рэчы. Першае, гэта тое, што ты дапускаеш, што нейкі неабаснаваны, неабгрунтаваны наезд будзе, да? А другое, гэта, як мне здаецца, сама па сябе ненармальная сітуацыя, што ты абсалютна спакойна кажаш, што нехта ў нашай краіне был неприкасаемы. Да? Ну, і зноў жа, у такіх краінах, як Злучаныя Штаты, ці можа быць неприкасаемы бізнесмен? Такі, думаю, что вот нет. 100% гарантыя того, што раз ты знаёмы з Трампам, да цябе ніхто ніколі, акрамя самога Трампа, не доколупается. Это же ненормально. Там гораздо более развиты демократические институты в виде тоже свободной прессы, понимаешь? И замолчать что-то, спустить на тормозах нельзя, не получается. У нас сейчас мы видим, как некоторые особы вычищают интернет. Вот ты таксама чуў пра гэта, да? Я и чуў, и ведаю, и бачу. А ёсць планы зарабляць на першай беларускай крыптабіржы? Як ты ўвогуле ацэньваеш усю гэтую, я не ведаю, весь гэты хайп з криптовалютами? Блокчейн, как сама технология, мне нравится, потому что при помощи нее можно создать систему, которая сделает выборы абсолютно честными и прозрачными в любой стране мира, да, и я думал над этим еще, когда не было блокчейна, вот, и это, конечно, угроза всем диктаторам мира, вот. Также это отличная система для того, чтобы, например, противодействовать контрафакту продукции. Ты можешь проследить путь продукции того же кофе от фабрики до кружки конечного покупателя. Это класс. Но криптовалюта, которая выросла вокруг этой технологии, часто не имеет к блокчейну вообще никакого отношения. И, естественно, это деньги из воздуха, да, ну, ничто не может появиться просто так. Эту книгу или телефон, это оно создано из чего-то. И когда я занимаюсь бизнесом, я понимаю, откуда у меня формируется прибыль. То есть мне одни платят, я делюсь с другими, я понимаю. В крипте такого нет, и она росла всегда на ожиданиях, первое, на ожиданиях инвесторов, и второе, что в нее приходили серьезные институциональные игроки типа Сороса и прочих миллиардных фондов, которые берут на 20 миллиардов долларов, сегодня закупают тот же биткоин, он растет, и через в течение недели у него сливают, а ты уже идешь покупаешь третьей волной. Вот. И, соответственно, все это спекулятивные игры, и на ней не заработаешь. То есть криптобиржа, да, то есть это белорусская первая, она говорит, что возможность заработка. Ну какой заработок, если, скорее всего, там все будут в минусах? Это... Прогноз несутешальный. Да. Потому что вот если реально, да, разобраться, я и давал интервью на эти темы, и у меня в гостях на моем YouTube-канале были программисты из США, вот, и по правде говоря, биткоин тот же, ну, в основном самая распространенная крипта — это биткоин, но так исторически сложилось, он первый, хотя не самый лучший, вот. Биткоин используется для того, чтобы первое, рассчитываться в криминальных сделках, то есть все наркотики в Москве и по всему миру продаются за биткоин. Все кардерские сайты, торгующие кредитками, украденными документами, тоже за биткоин. И еще он используется для неучтенных денег. То есть китайцы, торгующие на московских рынках, передают основную часть выручки в континентальный Китай посредством биткоина. Все. Крутыя адказы. На жаль, скончылася тая адведзеная наша праграма, другая яе частка, і з Сергеем мы вымушаныя паціху развітвацца. Сергей, калі ў каго-небудзь засталіся пытанні пасля гэтага эфіра ці яшчэ, як цябе знайсці? Facebook, Telegram, не ведаю, что ты... Я не знаю, если комментарии у вас под эфиром будут, но да, мне можно без проблем по имени и фамилии, меня можно найти ВКонтакте, в Фейсбуке, вот. Можно зайти на мой YouTube-канал «Люди про», называется в Ютубе. И, в принципе, я всегда открыт и отвечаю практически всем и на все вопросы. Круто. Теперь я со спокойным сумлением заканчиваю эфир. Сергей Павлович, экс-кардер, а теперь белорусский бизнесовец, был у студии Еврорадио. До побачення, Сергей. Спасибо. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еврорадио.